начинается сейчас. Мы будем петь и танцевать, на инструментах вам играть. Про мир искусства зазвучит весь наш последующий рассказ. И вам споем про мир как дом, в котором дружно все живут, на разных языках поют, где нет войны, нет ссор, обид, и каждый жизнь о любви. Родными близким говорит, родными близким говорит. Еще у нас одна заветная мечта, объехать землю, все желать, земля без паспорта. Чтоб без границ была планета вся любимая моя, и быть счастливым человек, и я в семье родных. Для вас, друзья, как и всегда, ансамбль «Сокровищ» на сцене — это все одна земля. И наш концерт сейчас начнется. Будем петь и танцевать. Мы вам желаем много и никогда не унывать. А сейчас Ольга. Итак, мы с вами находимся, честно говоря, не знаю где, но где именно, в какой части этого замечательного города, но могу вам сказать точно, что мы находимся с вами в Мардо. И думаю, прогуляемся с вами немножко по городу. Это есть. Мне? Не, петушок был вкуснее, хотя, казалось бы, там всего лишь сахар, да. Водичка. Прогуляемся немножко. Я вообще, у меня как цель вообще дойти до места, в котором я жил первое время, как только вот приехал в Эстонию. Сейчас я пробую это место найти, поэтому если я куда-то заплутаю, то вы уж там сильно не смейтесь. Ну, идем, наверное, вот эта главная улица, вот, которую вот сейчас машины пересекают. По-моему, это она. Или нет, или чуть она подальше, там, где вон дом с красной крышей впереди. Но, тем не менее, это где-то там дальше. Эти вот места очень напоминают автобусные шины, да. Напоминают домики эти метро Удельное или Елизаровская в Санкт-Петербурге. Такие вот двухэтажные. Там, смотрите, какие-то... Я не думаю, что это прям новые дома. Я думаю, это вот самое, что ни на есть, реновация. Да, Каратош. Бургер? Хесбургер? Ну хорошо, на обратном пути. Понравилась, конечно, нам всем эта сеть бургерных, финская. Хесбургер, особенно их бонусная система. Где-то раз в месяц там накапливается у нас где-то евро в 6. И потом так можно скидочку такую довольно неплохую сделать. Да, точно, я был прав. Вот там впереди главная дорога. Вот это мы, как ее назвать там, магистраль, не магистраль. Ну, в общем, главная вот эта артерия города Мардо. И вот там, по-моему, нам надо будет налево повернуть и найти вот эту общагу. А здесь у меня такой небольшой флешбэк с Нарвой. Тоже вот в таких домиках магазины, типа с автотоварами, с напитками и все такое. Такой зеленый город, прям очень много зелени. Это не может не радовать. Очень рад, что мы нашли все силы все-таки прогуляться немножко по нему. Ну вот здесь я провел замечательные первые июньские дни 2018 года. Это хостел, как он там, Габриэль называется, да.
Замечательный, конечно же, в кавычках. Видимо, работает до сих пор. Вот на первом этаже я жил. Комнаты, они как бы смежные были с общим туалетом. У тебя как своя комната, но туалет, например, общий. Хорошо, мне тогда деньги еще вернули. Я потому что умник оплатил сразу месяц вперед. Думал, все будет спокойно, но тем не менее вышло как-то не так. И вот так я каждое утро ездил на работу. Шел по этой дороге. Эти дома, по-моему, не были тогда еще реновированы. Вообще так с виду здесь все немножко лучше стало, как-то преобразилось за эти 4 года. Посмотрим, что там дальше. Или я, может быть, этот дом путаю с этим. Либо я все перепутал, и вот эти два дома выглядели одинаково. Один реновировали, а другой нет. Вообще данная постройка такая плиточная, еще и мелкие такие штучки, и цветовая гамма мне очень напоминает поселок Каменка в Выборгском, как сказать, районе Ленинградской области. У меня вот тетя с двоюродным братом в таком жили, и бабушка вот вторая. Конечно, там не настолько зелено все было, хоть и озеро там, как же оно там называлось, Красавица, ну неважно. Вот с этой остановки каждое утро я садился на 100 какой-то там автобус. Каллавере. Не понял, это мы не в Марду, что ли? Ну, в общем, ладно. 100 какой-то там автобус, и мы садились и ехали в Питер, хотел сказать, в Таллин. Останавливался он, где сейчас здание ЛХВ банка. А здесь, кстати, тоже этот кафе Фортуна. И, по-моему, хостел. Здесь вечерами довольно весело, я должен сказать. Ну, по крайней мере, было. Тогда еще магазинов здесь не было никаких, кроме Максимы, совсем новые. Поэтому я пешком ходил туда и затарился едой какой-то. Ну, ладно. Дорогу не будем здесь переходить. Но смотрите, какая там как лодочка. И вместо парусника у нее, вместо паруса, у нее как фонтанчик такой, довольно красиво. Скульптуры птичек такие. Очень здорово здесь, конечно. Да, все меняется. Здесь вот автомоечка сделана ручная. Не знаю, что за фирма. Старди Песула. Ну, я думаю, все. Всю Марду, конечно же, мы не сможем с вами пройти, потому что там дальше, за церковью, есть еще целый микрорайон, который у меня вот просто ассоциируется вот с Нарвой, с ее частями, вот, которые улица Даумане, Крингольме, вот это Пушкине очень напоминает. Все, теперь, я думаю, можно идти на ярмарку, припарковаться там где-нибудь и посмотреть, что же там есть интересного. Надо только забрать своих картышей. Они сейчас тут на площадке играют. Очень много площадок. Пока мы шли, раз вот, штук 5 вот таких вот, не просто маленьких для галочки, которые, например, стоят у нас во дворе, а вот нормальные, действительно нормальные площадки. Ну все, увидимся с вами чуть попозже. Все-таки я нашел свои детские фотографии. Хорошо, что мы их храним не на каких-то цифровых носителях, а в физическом виде, в фотоальбоме. Все для памяти. Конечно, это здорово. Сегодня мы приехали на осеннюю ярмарку в один из наших любимых городов. Если даже не сказать любимый город Мардо, где сегодня устраивается традиционная ярмарка. Мы приехали прям совсем с позараночку, поэтому весь день и концерт мы сегодня не сможем посетить. Поэтому просто с вами немножко прогуляемся здесь, посмотрим, что там есть интересного. Надеюсь, встретим там продавца тушенки и прекрасно проведем время. Ну все.
Так, это у нас тот самый новострой. Все не посмотреть мне, сколько же там квартиры стоят, если кто-то продает. Если... Хотя не уверен. Дом, я так понимаю, совсем новенькие. Мы сейчас проезжали по главной дороге, вот так, эту всю ярмарку. И что я вам хочу сказать. Мне кажется, что здесь сегодня гораздо больше представлено продавцов, чем вот в тот прошлый раз, когда мы с вами здесь были. Мне понравилось сразу же, что, вы знаете, у меня больной такой момент, связанный с местом для парковки. Но сейчас я смотрю, прямо организовано все. Там ребята стоят, показывают, есть ли места или нет. Вот в жилеточках. Вот, а мы по привычке встали вот с той стороны. Вот, но, честно говоря, теперь я вижу, что здесь много мест. Вообще специально все сделано. Ладно, идем. В общем, прошли мы вот так до конца. Увидели вот этого дядю, который тушенкой в тот раз торговал. Взяли парочку тушенок. Там дальше вещи, я думаю, можно теперь обратно разворачиваться и смотреть, что по этой стороне. Давай, ладно. Окей, снова передумали. Пойдем дальше и пойдем вот так наискосок, я думаю. Потому что куртки всякие, нам это все не интересно. Надо бы тоже, может быть, наравне с тушенкой купить еще и чесночок. Потому что, например, в Нарве есть, там открываешь газету, миллион объявлений с картошкой, с доставкой на дом. Смотри. С доставкой на дом. В Таллине в этом плане поплачевней. Но я был очень рад. Нашел человека, который привез тушенку, картошку 25 кило. Еще там укропчика взял и много-много чего. Теперь буду каждый месяц там регулярно заказывать, потому что так или иначе там выгоднее получается, чем в магазине. Я не беру в расчет, конечно, там какую-нибудь мелкую максимумскую картошку или призмовскую там за 50 центов. А там получается килограмм 80 центов отличнейшие картошки. Сорт, как он там называется? Baltic Rose или как-то так. В общем, нам очень понравился. Народу много. Сейчас у нас где-то полдень. Да, ровно полдень. Пищевой. Так, сейчас попробуем пройти. Подожди. Оп-оп. Оп-оп. Это мясом уже начинает пахнуть, да, ма? И чё? Давайте обгоним их. Вот так. Ой, там эти, может быть, масть, это, знаешь, это звездочка вьетнамская есть. Не знаю, что вы туда пройти вроде хочешь, иногда или не найдешь, Да, кошелечки всякие. Так. Идите колонной, мам. За мной прям. Вон 5 евро какие-то эти штучки, дрючки. Кто-то только еще открывается. Вот, давайте. Опа, отлично. Отлично.
Да. Будем искать сейчас тот самый сетовский квас. Да, вперед пойдем сейчас. Носочки. Опа. Так, здесь снова тесновато. Ну, как это, помнишь, у нас машинка, да? Там же тоже серия, паровозик же, да. Мужчины у холодного оружия, стали там эти рогатки. Тыщ. Это у нас исподние. Так, где же вкусности? Да. Горка? Мы туда на обратном пути придем. Сейчас маму дождемся. Так. Так. Вообще со всех сторон тут. Глянул на джинсики. 35 евро за пару какого-то непонятного бренда. Дороговато. Потому что в Спортдиректе, здесь же в Таллине, можно купить джинсы Pierre Cardin за 22. Без всяких скидок. Ну, а вы не виделись тогда уже сколько уже? 2-3 года? Не очень я, конечно, люблю всякие покупать именно игрушки в таких местах, потому что часто ломается. Ну вот. Не купили? Ну нет, мы решили еще посмотреть. Из-за мамы. Ну, не расстраивайся, посмотрим. Идеального питомца я. Вот, тут Да, мы сейчас пройдемся. Сейчас дальше пройдем. О, ансамбль уже выступает. Прям как по расписанию, да? Мы еще не все посмотрели, погуляем, потом пойдем на площадку. Ой, уже запахи, да, пошли такие вкусненькие. вон еще какие-то игрушки. Да блин, а почему здесь покупать игрушки? Давай здесь встанем, чтобы никому не мешать. Там закрыто. Где этот дядя с квасом-то? Здесь он тогда стоял, по-моему. Или дальше. Капустный щеночек? Да. Как у Яны, да, Хаги-Ваги, Киси-Миси? Это шапка. Да, коляску. Уже решили. А у вас только щенок капустный? Да. Ну, еще есть этот единорог. Класс. Теперь мой щенок. Ты тоже хочешь? Давайте тоже найдем игрушку. Давай поищем. Слушай, не еда никуда. Так, ну с той стороны там же алкогольные напитки, я смотрю. Посмотрим, что здесь у нас есть. Лука я тоже у того парня купил. Хочешь сесть? Садись давай. А, тут только лук, да? Только лук.
А, вон, квас. Квас, да. Да, да, я вижу. У нас тяжелая тут призвана, сумка тяжелая. Ходи, возьми сразу. Да нет, да потом, я, может, не буду брать. Ночка, а у меня кто-то сказал, Игрушки из дерева, всякие разные. Мальчик, малыш плачет, да. Бери себе как зайца ушница. Надо было 2 брать. Сколько она стоила? 4? Вообще. Дороговато, да. Ой, здесь какие-то пряности. Чувствуешь? Вон сок домашний. Петушки. Сейчас, подожди, женщину пропустим, чтобы нам вдвоем так с коляской не идти. Я просто раз пришел, мы здесь пришли, я купил пирог. На украинском, наверное. Вот такие пирожки тоже, смотри. Давай, оп-оп-оп. И пойдем, да. Все? Жизнь удалась? Да. Ну что, куда теперь? Идем по вашему. Это пузыри, да, они светятся, Йонас. Да, узковатенько немножко. Ориентир, смотрите-ка. Китай, 6443 километра. Минск, 812. Латвия как-то город. Екапилс, 466. Пойдемте вернемся. это была повторка. Это не повторка, это традиция? Нет. Вообще, смотри, да? Вообще молодо. Вот такие ярмарки должны быть, да, мама? Сюда нет, рядом. Давай, короче, вот здесь. Там вообще такой поток. Здесь пройдем. Вообще лайк. Ой, рыбки в банках, смотрите. Только сейчас заметил. Смотри, рыбки в баночках настоящие. Вон, смотри. Машинки, да. Я, Что ты? это я. У тебя есть такие уже. Стой, стой, стой. Нет, это не Тойота, это гоночные какие-то. Ваги пойти купить. Мы уходим дальше. Аккуратно, смотри. Оп. Тесновато, тесновато. Сейчас. Ой. Ух.
Как же пройти здесь? Вот так. Этот, наверное. Уже трикотаж. Все пропустим. Мед, да, на самом деле хотелось бы. Будь здоров. Это иван-чай. О, привет. Мужик. Такие весы маленькие, понятно, да, для чего? Ну вон. Денис, подожди, пожалуйста. Пока я то, что вижу, даже что квас, что этот самый, что это, тушенчик в тех же местах прям стоят. Мама. Смотри, там самокат. Подскажите, где квас стоит? Кто-кто? Где квас стоит? Вот там ближе к церкви. Ближе к церкви. Да, да. Но они в нескольких местах, на самом деле. В основном там несколько точек. Я договорился, что надо взять, я не... Пойдешь на карусельку, Йонас? Младший у нас испугался. Хоть сначала очень хотел. Ну, идем дальше. А ничего я не набрала, хлеба было. Нет, а туда. Папа откроет, дайте. Наверное, здесь, да. Давай здесь, по солнышку я пойду. Вообще, да, запах. Кто? Да.
Музыкант, да. Вон там, наверное, управа района города, вон, Мардо, наверное. Tees oli ansambel Aprida, teeme neile suure aplausi. Да, Мардо, Лина, Валис. Ну а теперь Валицус. бурными аплодисментами поприветствуем семейный ансамбль Зотовичи. Руководитель Петр Зотович. Ja nüüd astub lavale pereansambel Zotovitš. Ой, это, наверное, гимнасты, да? Не знаю. Или поют, думаешь? Йона. Ансамбль. Наверное, поют. Добрый день, Марду. Добрый день, дорогие друзья, уважаемые гости нашего прекрасного города. Вот и очередная наша осенняя ярмарка, с чем могу вас всех и нас тоже в том числе поздравить. Желаем всем вам хорошего настроения. Да, впрочем, что я говорю, мы сейчас об этом всем споем. First, there is desire. Then, suspicion. Jealousy, anger, betrayal. When love is for the highest bidder, there can be no trust. Without trust, there is no love. Jealousy. Yes, jealousy will drive you. You don't have to put on that red light. Walk the streets for money. You don't care if it's wrong or if it's right. Roxanne. You don't have to wear that dress tonight. Roxanne. You don't have to sell your body to the night. Как же без центристской партии, смотри. Что-то мне это напоминает, мама, не? И печеньки, слышишь? Как тогда в Гроссе, помнишь? Голосуйте за меня, вот вам пачка кофе. Здесь пройдем, мама, здесь. Я думал, кто-то тут кому-то плохо даже так испугался на секунду. Да. Так, в этой части мы еще, по-моему, не были. Ни мы, ни с вами. Так. Так, пойдем сюда. Хоп-хоп. Хоп. Да, конечно. Сорвалась. Да, если...
Яна догоняет. Опа. Шарик кто-то лопнул, да? Ой, пряности, пряности. Ой. Короче, можем все снються и купить его, и так и будет. Ну все, я думаю, дальше не пойдем уже. Так, ну я думаю, наверное, по самому городу не пройдемся, наверное, как-нибудь в следующий раз, а то что-то мы притомились немножечко. Поэтому спасибо за прогулку. Увидимся с вами как-нибудь в другой раз. Будущем с отравленным воздухом над вымершим городом мы люди. Не верь, видение солнца, верили, что солнце это был максим Джеймса. Веди я,